собирали бы туда, провели бы обучение, кастинг там женщин. Али-Юрт на подъеме. Строительные объекты селения проверил глава региона Юнусбек Евкуров. Время благих дел и чистых помыслов. Позади первый день священного месяца Рамадан. В день именно, может быть, 3 раза, 4 раза. Свет выключает, тут же воду отключает. С переменным успехом в светлое будущее. Жители Назрани устали от бесконечных перебоев с энергоснабжением. Хоккей всегда всерьез, даже когда это игра. Кто играет в хоккей? На ледовой арене прошел товарищеский матч между командами СКФО. Подробности в нашем выпуске. Традиции и обычаи ингушского народа. Как воплощали в жизнь тонкости этикета студенты пожарно-спасательного колледжа. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Глава Ингушетии проинспектировал строительные объекты в селении Али-Юрт. Здесь возводится швейная фабрика, которая обеспечит работой около 500 человек. Школа, детский сад. К концу года здесь также появится ФОК, бассейн и стадион. Репортаж Муслима Ганиева. Около 2000 квадратных метров общей застройки, половина из которой производственные помещения. Швейная фабрика в промзоне Али-Юрта станет самым большим промышленным производством не только сельского поселения, но и всей республики. Здесь одновременно смогут работать более 500 человек, а если запустить производство 2 смены, то и более 1000. Работать здесь буду около, когда она запустится полную мощь, будут работать около 800 рабочих мест. В данный момент обучается, в Троицком обучается, и здесь у нас в Али-Юрте привезли вот эти швейные машинки, и тоже вот на днях должны обучаться. Строить швейную фабрику начали около года назад, и вот спустя 12 месяцев уже построены все здания завода. Осталась лишь внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории. Сейчас на стройке трудится около 100 человек. На сегодняшний день у нас на строительстве заняты, в основном строители все у нас, ингуши, Сыкажева, Али-Юрта, Сурхахов рабочие работают. 92 человека сегодня уже работают. Завтра, наверное, еще увеличение будет, если будет погода позволять, так как мы начинаем делать благоустройство. Но пока погода не позволяет. Из-за этого задержка сильная у нас. Почти месяц не могли сделать благоустройство. Когда планируете взять от строителей открыть? Думаем, по плану у нас на 1 сентября назначена ее сдача. Ну, думаю, успеем мы. Темпы строительства объекта проверил сегодня глава республики. Юнусбек Евкуров обошел прилегающие территории фабрики, поднялся на 2-й этаж здания, где планируют разместить административные кабинеты. Значит, по подвесным потолкам машина ария у лакейди ламинат из машины ария и вот эти стекла. Энергосберегающих колора. Проблем этая, но ее решили, в машине ехали. Хорошо. Ну, у нас когда завершение массервы его? Мы 20 сентября строимонтаж, потом уже пусконаладка. Пусконаладка. У нас сам срок стоит под Новый год, ну в ноябре выставили срок до конца ноября. Ну оно так и будет. В общем, работой строителей глава остался доволен, чего нельзя сказать о работе руководителей муниципалитетов. Юнусбек Евкуров отметил, что коллектив, который будет здесь работать, необходимо заранее подобрать и обучить ремеслу. Сейчас уже подготовку к швейному делу прошли около 200 женщин, но это еще даже не половина из общего числа. Мы бы сейчас сделали просто на базе вот этих частных швейных цехов, мы бы собирали бы туда, провели бы обучение, кастинг там женщин. 70 наряд, в одну смену где-то 600 сакуго, 600 в одну смену, а 2 смены 1200. Школа и детский сад в том же Али-Юрте стали объектом внимания главы республики. Сегодня строительству образовательных учреждений в Ингушетии уделяют особое внимание. Только в этом году будет построено около 30 школ и детских садов. Сразу 2 объекта строятся и в сельском поселении Али-Юрт.
Аль-Юрту вообще нужно позавидовать в том плане, что здесь строится и ФОК, здесь строится и детский сад. И сейчас в рамках программы сейсмоусиления здесь полностью снесена старая школа. И на месте, вы видите, строится добротное трехэтажное здание для детей сельского поселения Аль-Юрт. Здесь в односменном режиме будут обучаться около 300 детей. Для них будут созданы все соответствующие условия. Здесь будут не только классные помещения, здесь будут лаборатории, здесь будут кабинеты, где дети будут получать также дополнительное образование. Также дано поручение главой республики, есть здесь еще бывший спортивный зал, построить, провести капитальный ремонт этого здания и открыть центр дополнительного образования для детей Назрановского района. В рамках инспекции в Аль-Юрте Нузбек Фуру побывал на месте строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, который возводится в центре сельского поселения. К концу года на этой территории будет построен не только ФОК, но и плавательный бассейн, спортивная площадка и полноценный футбольный стадион. Глава Ингушетии также обсудил вопрос строительства на прилегающей территории комплекса зданий под кафе и магазины, в котором будут продаваться спортивная одежда и спортпитание. Муслим Ганиев, Ахмед Парчиев, Юсуп Ханиев. Новости 24. В ночь на 6 июня для мусульман всего мира начался священный Рамадан. Время соблюдения строгого поста, нуразы, чтения молитвы и деяния благих дел. О значимости этого периода для правоверных в репортаже Фатимы Кореевой. Рамадан – месяц особого богослужения, поэтому его необходимо встречать, проявляя радость, остерегаясь грехов, усердствуя в поклонении Всевышнему. Значимость этого месяца для мусульман невозможно переоценить. Пост – это не только отказ от пищи. Человек должен вести правильный образ жизни, чтобы возвыситься по ступеням веры и получить довольство Аллаха. عندي الجشتر دي غير دوق ديلا وصدقة صاد غير دوق ديلا وفي الحديث بيمر حديث شدينتون يوم بيمر أنتون ذاكر الله في رمضان ومهرب بتشو ديال عيق وجواسقو مغفورا لو شين جشتر جمعة عنده بيمر أتو در تبغى ديال غاخد صغيرة. В месяц Рамадан у постящихся, несомненно, развиваются благие качества. Именно в это время нередко заканчиваются ссоры и раздоры многолетней давности. Может, потому что в этом месяце настоятельно рекомендуется просить прощения друг у друга. حبتر دي شي ديلا دحرت شوسك جوز دحرت شوسك تيدو شوسك بيمرز انت عليه الصلاه والسلام بوسغا تي ادو تاتسون لتلج از بوشي قچ نياكر لك واتسونس شي نانس ديان اياч دينا مو كنوت من марке. Между тем, пост имеет хорошее влияние на организм. В этой связи пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Держите пост, приобретете здоровье». Благодаря посту уставшие за 11 месяцев пищеварительные органы получают отдых, а после Рамадана они с еще большей силой выполняют свои функции. Правда, есть и те, кому пост держать категорически нельзя. Пост нельзя держать людям с заболеваниями, с такими заболеваниями, как сахарный диабет, гастрит, язвенная болезнь желудка. Значит, по состоянию здоровья, значит, они не могут держать пост, так как они должны принимать, значит, лекарственные средства и должны их частыми порциями кушать часто. Это время, когда вознаграждение за благие дела увеличивается в 700 раз, а за любое добровольное пожертвование награда идет как за закят. А вот на рынке непривычно многолюдно. Народ, готовясь к ифтару первого дня месяца Рамадан, закупает необходимые продукты. Большим спросом пользуется кукурузная мука, так как она славится многочисленными целебными свойствами и легко осваивается организмом. А вот отличить качество крупы можно по запаху. Если он кисловатый, значит мука неправильно хранилась. Люди для сытности, чтобы целый день держать уразу хорошо, в хорошем состоянии физическом, они стараются покупать этот жуж, или, как ее называют, кукурузную муку, так как она очень сытная, во-первых, и, во-вторых, из нее можно готовить любое блюдо. Жители Ингушетии, как и все мусульмане, с нетерпением ждали Рамадана. Постясь в этот месяц, мусульмане не только приносят себе пользу здесь и сейчас. Согласно Священному Писанию, он получит большую награду и в следующей жизни.
После захода солнца наступает время ифтара. В это время постящемуся рекомендуется съесть нечетное число фиников. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если разговляется кто-либо из вас, то пусть разговится финиками, а если не найдет их, то водой». В Рамадан постятся бедные и богатые, президент и простолюдин. А это значит, что нет места превосходству одного над другим. В исламе все равны. Фатима Кариева, Муслим Гамурзиев, Светлана Томова. Новости 24. В августе введут в эксплуатацию новый корпус администрации главы Ингушетии. Темпы строительства сегодня проверил Юнусбек Евкуров. В двухэтажном здании с цокольным этажом будут расположены банкетный зал, зал заседаний с лобби-баром и административные кабинеты. Работы уже завершаются. Глава Ингушетии осмотрел несколько помещений, зал заседаний, интересовался у подрядчиков ходом внутренних работ, оформления фасадной части здания. Как сообщили застройщики, все работы, согласно проекту, выполняются в едином стиле, создающем архитектурный ансамбль. Блок соединен с основным зданием стеклянным переходом. По итогам осмотра глава региона выразил недовольство темпами строительства и потребовал от подрядчиков ускорить работу, отметив, что объект должен быть введен до 20 августа текущего года. По его словам, работы по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к корпусу, нужно проводить параллельно. Контролировать ход строительства поручено руководителю администрации главы Ингушетии Баширу Хашагульгову. Буквально через месяц в Ингушетии состоится шахматный турнир между действующим чемпионом Европы по шахматам Эрнестом Наркиевым и экс-претендентом на титул чемпиона мира Борисом Гельфандом. Для решения организационных вопросов в республику по приглашению мецената Алихана Харсиева прибыл президент Международного школьного шахматного союза Александр Костьев. В рамках товарищеского турнира запланированы интеллектуальные поединки между гроссмейстерами СКФО. Репортаж Хавы Султыговой. Вот так он прыгает через клеточку. Эти ребята даже не мечтали, что смогут получить такой важный урок от самого президента Международного школьного шахматного союза Александра Костьева. Впрочем, и сам мастер не думал, что поиск зала, где через месяц соберутся самые преданные и талантливые поклонники интеллектуальной игры, обернется поучительной беседой с подрастающими гроссмейстерами. Но от главной цели визита высокого гостя это ничуть не отвлекло. Большой шахматный турнир между знаменитыми шахматистами, новым чемпионом Европы Эрнестом Наркиевым и экс-претендентом на титул чемпиона мира Борисом Гельфандом пройдет именно в этом зале. Это большое событие для шахматной общественности республики. И не только республики. Это вообще событие российского уровня, и оно будет освещаться и ФИДЕ, Международной шахматной федерации. То есть об этом матче будут знать все 180 стран, входящих в Международную шахматную федерацию. Потому что партии интересные, два очень интересных гроссмейстера. И люди, шахматисты, будут за этим матчем следить. Битва титанов шахматного спорта будет длиться целых 12 дней, с 11 по 23 июля. Одновременно с ней будет разыгрываться и детский кубок «Надежды Северного Кавказа», где будут соревноваться юные таланты шахматного мира со всего СКФО. Детский турнир как смотр вообще детского шахматного движения не только в Республике Ингушетия, но вообще и в Северном Кавказе. Мы приглашаем на это соревнование все братские республики, соседние регионы, и надеемся, что это будет очень интересное мероприятие. Подходящее по всем параметрам помещение для будущего матча пришлось искать недолго, а руководитель Центра культурного развития с большим удовольствием провел для гостей экскурсию по всему зданию. По мнению Костьева, центр как нельзя лучше подходит для предстоящей битвы шахматных интеллектуалов мирового уровня. Это очень хорошее место, очень красивое. Это культурный центр, по-настоящему культурный центр. Здесь все соответствует. Шахмат – это культура. И поэтому здесь все очень хорошо получается. Сочетание вообще шахмат и спорт, и культура – это идеальное сочетание. Шахматный спорт в республике хоть и начал развиваться совсем недавно, но уже весьма быстрыми темпами набирает обороты. Если еще несколько лет назад на республиканской шахматной Неве царствовал не полный штиль, а скорее легкий ветерок, то сейчас наши шахматисты начали заявлять о себе уже на межрегиональном уровне. К примеру, в эти дни воспитанники детской шахматной школы Ади Ахмат штурмуют позиции соперников на международном турнире «Белая ладья» в Сочи. У наших шахматистов есть шанс, как и во всех других видах спорта, лишь бы мы работали в этом направлении правильно, тем более у нас есть вот такие помощники, специалисты, профессионалы, которые охотно нам помогают и готовы с нами сотрудничать. Победители турнира смогут не только заявить о себе на межрегиональном уровне, но и получить бесценный опыт и советы от знаменитых гроссмейстеров. Хава Султыгова, Изабелла Евлоева, Сулмбек Аздоев. Новости 24.
ДСАФ России подарила Ингушетии легкий многоцелевой самолет Ан-2. Подарок найдет свое применение во многих направлениях. Так, например, республике больше не придется арендовать самолет во время парашютных соревнований. Кроме спортивного направления, самолет будет использоваться и в сельхознуждах во время авиационно-химических обработок полей. Также Ан-2 может быть полезен в грузовых авиаперевозках. Ну а в случае чрезвычайных ситуаций самолет также пригодится спасателям МЧС. В прошлом году ездили с главой республики в Москву, в Центральный совет, обратились к нашему председателю Центрального совета Калмыкову, полковнику. Они с главой нашей республики вместе они служили. Вот обращение главы, благодаря главе республики мы сегодня получили вот этот самолет, подарок. Что касается Министерства спорта, мы, значит, вместе совместно с аэроклубом мы недавно проводили международный турнир с участием 5 стран по парашютному спорту на точность приземления. Значит, в таких мероприятиях мы всегда арендовали у наших соседних регионов самолет. На этот раз уже в дальнейшем мы сможем за счет нашего самолета проводить эти мероприятия, и тем самым мы уже сохраним и бюджет республики, что нам намного дешевле обойдется, и, конечно же, и наш спорт будет тоже в этом направлении лучше развиваться. Самолет будет базироваться вот здесь. Все меры примем для того, чтобы он был исправно, вылетал и выполнял те задачи, которые будут стоять перед ним. 6 июня в России отмечают двойной праздник – день рождения Александра Сергеевича Пушкина, великого поэта, и День русского языка. Праздник совсем молодой, впервые дату утвердили в ООН в 2010 году. Ну а годом позже указом президента она была принята и в России. Русский язык – один из мировых языков современности, на нем разговаривают примерно 260 миллионов человек. Великий могучий является официальным языком Российской Федерации и одним из 6 официальных языков Организации Объединенных Наций, наряду с английским, французским, испанским, арабским и китайским. Мне как-то приходилось заниматься с студентами, не только нашими, но и иностранцами. И вы знаете, приятно было слышать, что они говорили: мне легко, мне нравится русский язык. Почему? Потому что этот язык помогает, он богатый язык. Здесь много понятий, много слов, и они помогают легко излагать суть каких-либо понятий, каких-либо суждений. Именно язык Пушкина считается в русской культуре золотой мерой вещей, классической нормой русского литературного языка. Русский язык – один из крупнейших языков мира, самый распространенный из славянских языков. Сегодня российские выпускники сдавали единый государственный экзамен по математике. Это второй этап, профильный уровень. Его прохождение в основном необходимо тем, кто решил связать свою жизнь с технической специальностью. Результаты теста будут известны через 5 дней. В 10-й школе Насыр-Корте побывала Мадина Пугоева. На входе в пункт проведения экзамена выпускников встречают организаторы и общественные наблюдатели. Чтобы проверить, есть ли у экзаменуемых запрещенные предметы, задолго до начала ЕГЭ здесь установили металлические рамки. Сразу после нее наличие телефона или же других устройств проверяют с помощью металлодетекторов. Исправность всех технических средств, включая камеру видеонаблюдения, проверили еще накануне. В аудиториях всего 28 организаторов. Все они к проведению единого государственного экзамена готовились тщательно в течение всего года. Организаторами проводятся, соответственно, курсы их повышения квалификации. Этим занимается ИПК, Министерство образования. Они проходили курсы как в школах, также и в смысле проходили тесты через онлайн. Ну и соответствующую эту инструкцию они прошли. Они уже знают, готовы уже к проведению экзамена. В каждой аудитории по 2 организатора, причем ни один из них никакого отношения к математике не имеет. Поэтому помочь или подсказать что-либо экзаменуемым при всем своем желании они не смогут. Главная обязанность организаторов – это краткий инструктаж выпускников и контроль за происходящим в аудитории. Мы, организаторы, проверяем паспортные данные участников. Мы должны сверить их с теми списками, которые нам предоставлены, показать участникам их места, прочитать подробную инструкцию о порядке проведения экзамена.
В этом пункте проведения экзамена ЕГЭ сдают сразу 194 выпускника. Все они постепенно рассаживаются по своим местам. При себе только черная ручка и паспорт. Калькуляторы на экзамене запрещены. Даже черновики с печатью выдают организаторы. Под пристальным вниманием камер некоторые экзаменуемые волнуются так, что даже связать несколько слов удается лишь с трудом. Для экзамена готовилась, ходила дополнительные занятия, подготовилась в школе, готовилась дома. Если одни экзаменуемые не в состоянии скрыть своего волнения перед предстоящим испытанием, то другие, напротив, уверены в своих силах, поскольку давно уже твердо решили, кем они хотят стать в ближайшем будущем. Тандила Сагова, к примеру, о своей будущей профессии задумалась еще в младших классах, поэтому большую часть своей жизни она хочет посвятить благородному делу. Я хочу поступить на логопеда в Ярославль. Почему? Потому что в наше время, в нашей республике очень много детей с дефектом речи. И они выезжают за пределы, поскольку в нашей республике не имеется логопеда. А также, поскольку у нас нет логопедов, да, это является очень стоящей профессией, и потому я выбрала именно эту профессию. Пока будущие абитуриенты пытаются сосредоточиться на своем экзамене, по ту сторону ограждения их ждут мамы и папы, которые волнуются и переживают не меньше них. Впрочем, и среди родителей есть те, для кого этот единогосударственный экзамен не первый, поэтому и справиться с волнением им легче. У Индиры Тангиевой итоговую аттестацию сдает уже третий ребенок. В способностях своего сына, признается она, уверена на все 100%, поскольку готовился он к экзаменам основательно. Конечно, мы волнуемся, не только я думаю, все родители волнуются. Конечно, дети готовились, но мы не знаем, какой будет результат, но надеемся на положительный результат. Хочу пожелать всем детям удачи, чтобы путевка в жизнь, которую они для себя выбрали, чтобы все у них сложилось хорошо в жизни. Ну а пока выпускники и их родители борются с волнением, подошло время раздавать кимы. Задания они получают ровно в 10:00 и открывают их только в присутствии организаторов и общественных наблюдателей. Осталось только собраться с мыслями и приступить к итоговой аттестации, результаты которой станут известны уже через 5 дней. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24. На время летних каникул в Ингушетии будут работать более 60 пришкольных лагерей. Организаторы предусмотрели полноценный отдых для детей. Здесь помимо воспитателей работают психологи, медсестры и повара. Все эти люди обеспечивают не просто отвлекающий, а оздоравливающий досуг. Убедиться в этом решила наш корреспондент Марина Катиева. Она отправилась в Бригантину. Отряд «Солнышко» разучивает свою речевку. Дети обязаны наизусть знать эти строки, ведь каждый из них – лицо своего отряда. Даяна Гагиева приезжает в этот пришкольный лагерь второй год подряд. Девочка живет и учится в Карабулаке, но летние каникулы решила провести именно в этом лагере в Гамурзиево, чтобы снова встретиться здесь со своими давними друзьями. К тому же Даяне есть с чем сравнивать, ведь она побывала в различных детских лагерях республики. Мне нравится этот лагерь. Здесь очень красиво и весело. У меня есть очень много подруг. Я люблю играть в мячик, волейбол, баскетбол, прыгать на скакалках. А вот Тамара Хамхоева, ученица этой школы. Девочка перешла в 4 класс. Каждое лето наравне со своими одноклассниками Тамара с удовольствием ходит в этот лагерь. Видимо, боится соскучиться по родной школе. Рисуем здесь и разные стихи и песни мы читаем и поем. Занимаются очень хорошо, воспитатели очень красивые и добрые. Они нас учат разными играми. Пока девочки занимаются своими делами, мужская половина играет в шашки. Да так рьяно и эмоционально, что их стол буквально окружили другие ребята, с интересом ожидающие исхода шашечной битвы. Мухарбек Сейтиев ни на минуту не уступает своему сопернику, который играет с таким же упорством. Мне нравится игра в шашки, потому что весело, это игра веселая. Соперник играет хорошо, со мной играет. В общем, каждый ребенок найдет здесь занятие по душе. В дождливую погоду ребята не выходят из кабинетов. Кто-то рисует, а кто-то собирает пазлы, а кто-то вот так по-домашнему, сидя на коврике, смотрит разные мультфильмы. Всего в этом году в Бригантине 200 детей. Это на порядок больше, чем предыдущие годы. Для удобства они поделены на отряды, в каждом по 10 детей. Помимо обычных игр, воспитатели ежедневно стараются занять ребят чем-то интересным и полезным. Здесь заранее приобрели все необходимое для отдыха и развития детей. Детям вроде нравится, они приходят, тут организованы разные кружковые занятия проходят, и игры на свежем воздухе, спортивные, эстафеты всякие, спортивные игры бывают. И
танцевальные конкурсы бывают всякие, конкурс чтецов, конкурс на лучшую сказку, лучшая песня, там, стихов конкурс. Ну так, разные развлечения для детей организованы, одним словом. При школьном лагере не только учащиеся этой школы, но и дети с других городов. Функционировать республиканские летние оздоровительные лагеря начинают с 1 июня, но у тех, кто не успел записать своего ребенка, есть еще время. Чтобы к нам записаться в лагерь, необходимо иметь справку о том, что они получили необходимые прививки, необходимо иметь копию свидетельства о рождении и заявление от родителей. За полноценным отдыхом детей, помимо воспитателей, здесь также следят медсестра, психолог и, конечно же, повара. Кстати, питанию в лагере уделяется повышенное внимание, ведь растущему организму ребенка необходима здоровая и полезная пища, насыщенная множеством витаминов. Старший повар Хатижат Заурова работает в этой столовой давно, и вся ответственность за чистоту и порядок на кухне ложится на ее плечи. Меню на летнее время уже давно разработано, его присылают из Министерства образования. На обед у нас тефтели, суп гороховый, свежий салат. Помидоры, огурцы, компот и все. В полдник у нас идут бананы. Ближе к обеду день прояснился, и дети выбежали на улицы. Кто с мячом, кто с ракетками для бадминтона, кто со скакалками и обручем. Кстати, эта смена будет длиться 3 недели, так что впереди у детей достаточно времени познакомиться поближе и хорошенько отдохнуть от учебы. Необходимо отметить, что всего в нашей республике этим летом будет функционировать 62 пришкольных лагеря, помимо 3 стационарных – Эльзи, Комарова и Нефтяник. Есть договоренность и с лагерями Дагестана и Кабардино-Балкарии. В общем, возможность отдохнуть в это лето получило около 19 тысяч детей из нашей республики. Марина Катива, Хаваш Гойгов, Новости 24. Проблема энергоснабжения в Назране по-прежнему остается острой. На подачу электричества в дома горожан влияют дождь, ветер, изношенность трансформаторов, человеческий фактор. Причины всегда веские, реже уважительные. Но только самим жителям важен результат, то есть свет в окне. Их, конечно, можно упрекнуть в слабой платежной дисциплине, однако платить иногда бывает просто не за что. В этом коммунальном замкнутом круге разбиралась Мадина Пугоева. Не почитать что-то, ни телевизор посмотреть, ни что-то сделать, ни бытовыми приборами пользоваться мы не можем из-за того, что нет света. Он и так у нас слабый, даже если его дадут. А то мы сутками без света сидим. Для жителей культурного центра республики города Назрань отсутствие электроэнергии в дневное время и даже ночью совсем не редкость. К примеру, жильцы многоквартирных домов по улице Московская неоднократно жаловались на периодические сбои в подаче электричества. Причем не только во время грозы и сильных дождей, но даже тогда, когда погодные условия не представляют какой-либо угрозы для линии электропередач. В день именно, может быть, 3 раза, 4 раза. Свет выключает, тут же воду отключает. Видимо, напора нет из-за воды, давление не идет. Почему десятки, а то и сотни людей по всему городу вынуждены обходиться без света, неясно. С одной стороны, сотрудники Назрановских РЭС утверждают, мол, бушующая погода застает электриков врасплох, обрывая линии электропередач, устраивая короткие замыкания в трансформаторах и ломая ветки деревьев, которые впоследствии падают именно на электрические проводы. С другой стороны, добросовестные электрики, не покладая рук, трудятся над устранением всех этих неполадков. На вопрос, в чем причина таких частых обрывов и когда, наконец, стабилизируется система электроснабжения, специалисты отвечают: тогда, когда ответственные структуры всерьез займутся заменой изношенных сетей. Те сети, которые были, они были рассчитаны на совершенно иную нагрузку, которая была в какие-то времена. Но при этом они были рассчитаны с запасом по тем временам. Теперь они на грани, то есть они сейчас перегружены в основном. Когда именно этой проблемой займется администрация города и МРСК Северного Кавказа, еще неизвестно. И у этого вопроса, как говорится, есть вторая сторона медали. Денег на замену изношенных сетей нет и не будет до тех пор, пока местное население не погасит свою задолженность перед поставщиками электричества. Но и жители улицы Московская платить за частое отсутствие света в домах не хотят, потому как даже дозвониться до Назрановских РЭС практически невозможно. Позвонишь им, они трубку снимают, чтобы не ответить, и не отвечают никому. Назрань, Кантышева, Далакова, Барсуки, Газир, Петлиева. Жители этих населенных пунктов во время чрезвычайных ситуаций и резких изменений погодных условий одновременно пытаются дозвониться на один и тот же номер. В то время как за диспетчерским пультом, а точнее перед телефоном-аппаратом, сидит только один человек. Понятно, почему большинству звонящих услышать голос диспетчера в трубке все же не удается. Расширить штатное расписание опять же невозможно до тех пор, пока администрации городов и сел не передадут трансформаторы на баланс МРСК. Администрации, у них на балансе там много трансформаторов, они их не обслуживают. Вот. Обслуживаем их мы. Если бы эти сети и все трансформаторы были бы наши на балансе МРСК, у нас, соответственно,
Для обслуживания этих сетей было бы больше людей задействовано. В штатное расписание было бы больше. А вот администрация Назрани, напротив, заявляет, что техническим обслуживанием трансформаторов занимаются как раз-таки местные власти, и что они уже не первый год предлагают МРСК Северного Кавказа взять трансформаторы под свою опеку. Все трансформаторы, находящиеся на территории города Назрань, на уровне правительства Республики Ингушетия было предложено МРСК Северного Кавказа, у них офис находится в Пятигорске, взять их на баланс. Наше же имущество, которое мы купили за свои деньги, поставили, взять на баланс или в аренду взять, чем сами обслуживали. Это продолжается в течение нескольких лет, они отказываются их брать. Поэтому мы сами свои трансформаторы ремонтируем. Если средств на замену изношенных сетей нет, а вопрос передачи трансформаторов на баланс МРСК все еще остается открытым, то наиболее оптимальным решением проблемы с частыми перебоями электричества местная администрация видит в следующем. Я такое предложение сделал МРСК, давайте мы же совместно работаем, разъедините этот фидер на 5 или на 6 частей, чтобы не было постоянного отключения своего фидера. Это не тоже московский микрорайон, там есть старый массив, этот фидер дальше в Альтиево уходит. Пока ответственные структуры не могут найти решение этой проблемы из-за частого отключения электричества, а вместе с ним и воды, в первую очередь страдают местные жители. Без коммунальных благ жителям многоквартирных домов по улице Московская приходится обходиться по несколько часов в день, а то и целые сутки. Воды нету, нету у нас воды. Во время длительного отсутствия подачи воды администрации населенных пунктов обязаны обеспечить ее подвоз. В этот дом не подвозили. Но подвозили, Обанхи мы покупали, это да. Обанхи покупали. И не раз. Помимо всего прочего, частые ливни затапливают дворы и подвальные помещения многоквартирных домов. Вода в них накапливается, поэтому и последствия бывают далеко не утешительные. В этой ситуации абсолютно ясно видна работа не только электриков, но и коммунальных служб, которые не откачивают накапливающуюся во дворах воду, видимо, ожидая, пока солнечная погода сделает свое дело. Это я уже буду спрашивать со своих подчиненных, поскольку у меня есть начальник отдела по работе с жильцами многоквартирных домов. Почему он и аварийно-ремонтная бригада на данном участке не проследила за этой территорией, это я уже буду спрашивать с них, выяснять. Виновные, возможно, и понесут заслуженное наказание, однако и в этой ситуации все сводится к тому, что в городе не предусмотрены ливневые канализации. Жители Назрани надеются, что в священный месяц Рамадана и после него стабилизируется подача электроэнергии и воды. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня отмечает свой день рождения Муса Чилиев. Бывший председатель правительства Ингушетии, родился 6 июня 1955 года. Он прошел путь от учителя русского языка и литературы до премьер-министра республики. Имея 2 высших образования, работал директором школы, преподавал сирийским летчикам русский язык. В 2009-м указом президента республики ныне главы Ингушетии Юнусбека Евкурова был назначен на должность министра финансов и заместителя председателя правительства республики. В марте 2011 года был утвержден в должности премьер-министра Ингушетии. Самозахват земельных участков, борьбу со стихией и многие другие вопросы глава Ингушетии обсудил на расширенном заседании в правительстве республики. Перед началом совещания глава региона поздравил всех с началом священного месяца Рамадан. А глава муниципальных образований поручил максимально ответственно реагировать на вопросы, чтобы создать жителям комфортные условия в этот период. В начале встречи был затронут вопрос самозахвата земельных участков в районе нового поселка Малгобека, или, как его называют в народе, 110 гектаров. Здесь было построено 32 многоквартирных дома для жителей оползневой зоны. Проблема имеет свою давнюю историю. Территория, которая когда-то принадлежала Гупсагапши, была передана в собственность Минимущества, а от них уже по договору аренды без всяких обязательств перешла в руки третьих лиц. В итоге на месте, где должны были располагаться школы, детские сады и физкультурно-оздоровительные комплексы, появились частные постройки. Юнусбек Евкуров сделал строгое замечание министру имущественных отношений республики Мадине Цичоевой и властям города за отсутствие контроля, а точнее говоря, за отношение к ситуации, как говорится, сквозь пальцы. Завтра нужно будет, через 5 лет нужно будет школу строить, вынесите за 100 километров от Малгобека, начнете строить школу, потому что в Малгобеке нету земли. Я полгода назад запретил, вам лично всем сказал, запретил там что-то делать, сказал все снести. И я 4 года назад на этом месте лично заезжал, определял, что должно быть. Всем поручение давал. Школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс,
стадион. Зная, что мы там планируем целый город, город в городе. Я же говорил, все свободные пятна в городах, в селах, земель, все заморозить, все отвезти и оформить под школу, под садик, оформить. Глава региона потребовал в течение 7 дней снести незаконные постройки, изъять земли и передать их в собственность муниципалитета. Далее с основным докладом о мерах по предотвращению чрезвычайной ситуации в период паводков выступил начальник Главного управления МЧС России по Ингушетии Руслан Калоев. По его словам, обильные ливневые дожди не привели к критической ситуации. Были зафиксированы ряд происшествий, в основном пострадали домовладения жителей Сунжского и Назрановского районов. В общей сложности 77 приусадебных участков и 5 домов, в частности в Нестеровской, Мужичи и Экажево. Для ликвидации последствий были задействованы около 100 человек и 47 единиц техники. Прогноз на ближайшие 2 дня, к сожалению, сохраняется крайне неблагоприятный. При получении прогноза по СМС-сообщениям, по телевидению, по радио, нужно какие-то минимальные мероприятия проводить у себя в подворье. То есть где-то с мешками, с песком, может быть, закрывать те подвальные помещения, чтобы туда вода не затекала. Глава администрации муниципальных образований – это создание необходимых сил и средств в случае возникновения чрезвычайной ситуации, чтобы можно было вовремя среагировать, эвакуировать население или людей с тех мест, где они могут быть подвержены, их жизнь может быть подвержена опасности. Глава республики отметил, что нужно подробно расписать, где, в каких селах и какую работу организовали главы населенных пунктов. До прибытия пожарных, спасателей и все остальное. То есть по прибытии там уже вам передает уже свою работу. Говорит, вот у нас там 40 человек работали с лопатами. Ваш дякат, и вот у нас такая ситуация, вы дальше взяли обстановку под контроль. Я ставил задачу, как вот дожди пошли, сделать паспорт по каждому населенному пункту. Главное ставил задачу. Чтобы мы видели его, чтобы не министр по делам МЧС об этом говорил, чтобы глава села и каждого сказал, там, что он нужно делать для того, чтобы завтра это все минимизировать, чтобы меньше было там расходов. В завершении встречи начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев напомнил, что священный месяц Рамадан – это время для духовного роста и оказания помощи малоимущим семьям. Контроль обеспечения бесперебойного вода и газоснабжения населенных пунктов, проведение во всех населенных пунктах благотворительных акций, организация мест разговения массовой молитвы вдоль федеральной трассы, материальная поддержка наиболее нуждающихся семей для организации праздничного стола. Для этого нам необходимо будет, чтобы в главном муниципальном образовании составили списки нуждающихся, где мы подключим также благотворительные фонды для оказания помощи. Глава региона подчеркнул, что в правительстве в течение месяца должен работать оперативный штаб, который будет максимально быстро реагировать на любой сигнал со стороны жителей республики. Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Ахмед Парчиев, Новости 24. 3 призовых места разыграли на Ледовой арене. Здесь прошел хоккейный турнир между командами Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и нашего региона. Спортивное мероприятие было организовано в честь Дня Республики. За ходом игры следил Тамерлан Хамхоев. Команды в полном составе, игроки готовятся надеть форму. Здесь Кабардино-Балкария, Северная Осетия и хозяева ледового поля хоккеисты Ингушетии. Турнир посвящен 24-летию нашей республики и скорее товарищеский, поэтому участники разыгрывают 3 призовых места. Данный турнир приурочен к Дню Республики, 24-летию. Мы говорили о создании такого турнира еще 8 мая. Перед Днем Победы мы организовали турнир. Приезжали команды с Кабардино-Балкарии, с Грозного, с Чешской Республики. И тогда было принято решение, что 4 числа июня провести здесь соревнования по хоккею между нашими республиками. 3 периода по 20 минут. Все это время на льду должны находиться одновременно только 10 человек, не считая судьи. Первыми играют команды Ингушетии и Северной Осетии. Гости быстро повели в счете, однако ингушские спортсмены тут же ответили серией шайб в ворота соперника и успели до перерыва сделать счет разгромным в свою пользу. Для нашей команды пока успешно. Мы ведем 4-1. Удача улыбнулась мне, я сделал хэт-трик. Случайные такие голы залетели. Но посвящен это День нашей республики. Мы решили устроить товарищеский матч. Вот ночная лига, решили мы вот так отметить наш праздник. Во втором периоде остинская команда постепенно переламливает ход игры в свою пользу и сравнивает счет. Теперь от желанной победы и шанса побороться за первое место их отделяет всего 1 шайба.
Привыкли вроде бы к началу игры, все нормально было. Забили гол первый. Потом, видимо, чересчур себя поверили, расслабились, встали. И быстренько пропустили 4 гола ответных. Потом пришлось собраться, пока что догнали, закончится второй период. 4-4, ничья, дальше посмотрим. На трибуне сегодня не так много болельщиков, но даже так удавалось создать настоящую соревновательную атмосферу. Каждый удачный удар или передачу сопровождали одобрительными криками. Некоторые болельщики, кстати, оказались в Ледовом дворце чисто случайно, как, например, Ирина Багаева из Омска. Приехала в гости в Ингушетию, у вас праздник, пригласили посмотреть на игру. Очень нравится, но ингуши, по-моему, лучше играют, активнее. В третьем периоде после интенсивной нагрузки и постоянного прессинга игроки нашей команды сильно подустали. Проигравшая команда следующий матч проводит с игроками из Кабардино-Балкарии. Хоккей всегда всерьез, даже когда это игра. Несмотря на то, что это ваческая и на скамейке наших соперников сидят наши друзья, это будет всерьез. Мы болели, честно говоря, за наших друзей, за Ингушетию. Они просто, я думаю, что это был какой-то эмоциональный всплеск. И они немного на эмоциях сыграли, поэтому отпустили оборону, когда начали выигрывать. Хотя потенциал у них, конечно, больше. Свисток судьи объявляет о начале игры. Хоккеисты уже не такие активные, как раньше. Видно, что измотаны. Хотя и острых моментов от этого не стало меньше. 3-2 в пользу команды из Нальчика ничуть не расстроила наших болельщиков. Школа хоккея в республике достаточно молодая, и спортсменам есть куда стремиться. Победители получили грамоты и кубки, а турнир ознаменовал собой закрытие сезона. Подрастает новое поколение ингушских хоккеистов, на которых возлагает большие надежды вся республика. Тамерлан Хамхоев, Рахман Суров, Новости 24. В концертном зале Грозного состоялась первая всероссийская конференция компании ЛНС. Она занимается продажей швейцарских часов. На встрече присутствовали около 800 человек. Всех собравшихся интересовали тонкости сетевого бизнеса, его риски, а также прибыльная составляющая. Здесь же были поощрены самые успешные менеджеры. Репортаж Заремы Ивлоевой. С раннего утра на автостанции Назрани многолюдно. Большая ингушская делегация собирается для выезда в Грозный, где пройдет масштабная конференция компании ЛНС. Едут как те, кто уже занимается этим бизнесом, так и те, кому только предстоит познакомиться с сетевым маркетингом. Если конференция изначально называлась всероссийской, то в итоге ее масштабы вылились за пределы нашей страны. В зале собралось около 800 человек. Сегодня к нам приехали гости из Италии. Это первый вице-президент компании Микель Ризи, вице-президент компании по маркетингу это Пауло Миретхан. Сегодня они тоже будут присутствовать. Большая делегация с Ингушетии приехала, с Дагестана, то есть почти со всего Северного Кавказа, включая Волгоград, там Астрахань, ближайшие регионы. С Азербайджана, с Казахстана, с Молдавии, даже с Екатеринбурга, с Урала даже люди есть. По словам директора компании, никаких рисков здесь нет, а только возможность создания высокодоходного бизнеса с нуля для любого человека. Покупка швейцарских часов – это своеобразный билет в мир сети ЛНС. То есть это первое и единственное вложение в ваш будущий бизнес. А дальше, чтобы получить доходы, необходимо создать товарооборот. То есть пригласить еще 2 человек, которые также купят часы, стоимость которых от 500 до $2500. Ну а после каждый из них по цепочке пригласит еще по 2 покупателя. За то, что вы пришли в бизнес, компания вам дает бонус первый, это $40. А за то, что вы пригласили еще 2 человека, 2 партнера, таких же, как вы, на приобретение тех же часов, компания вам дает $90. Каждый делает то же самое. Таким образом, компания строит сеть на основе этих часов. Компания инвестиционная, единственная в своем роде. Такой компании нету. Все компании, которые существуют на мировом рынке, они что-то продают. Что-то покупают, постоянно вкладывают деньги. В Ингушетии компания работает год, и по словам регионального директора Зареты Межоевой, бизнес хорошо прижился в нашем регионе. Под нами уже регионы, Осетия, Нальчик под нами работает. Уже у меня в команде 300 человек. Мы все рады за эту компанию, мы зарабатываем от $15 000 и ниже. Наша команда уже зарабатывает. Работать в компании может любой желающий, неважно, какое у вас образование. Главное, чтобы будущий бизнесмен был совершеннолетним и имел жилку бизнесмена. Амир Плиев говорит, что уже доволен своим заработком. Здесь все зависит от твоей работы, и как ты больше будешь людей привлекать в эту компанию, тем больше у тебя зарплаты, тем больше у тебя премиальные идут. В общем, с декабря, начала декабря по сегодняшний день в пределах $8000
мы уже заработали. В рамках мероприятия были награждены самые успешные менеджеры компании. Также состоялся розыгрыш призов и обмен опытом с коллегами. Зарема Ивлоева, Тимур Карахоев, Новости 24. Все грани ингушского этикета рассмотрели участники ежегодной конференции, которая прошла в пожарно-спасательном колледже. Она так и называлась «Традиции и обычаи ингушского народа». Язык танца, тонкости воспитания детей, отношения к старшим, основы гостеприимства. Все это студенты перенесли в свои выступления. Подготовили доклады и постановки. Репортаж нашего корреспондента. Вот так каждый год студенты собираются, чтобы напомнить друг другу, потомками каких предков они являются. Готовят доклады на тему ингушского этикета и разворачивают целые постановки о том, как должны вести себя ингуши на торжествах или в будни. В культурной сокровищнице ингушей на особом месте остается национальный танец, каждое движение которого несет в себе определенный смысл, раскрывающий традиции и обычаи народа. О том, что в танце мужчина должен бояться обидеть девушку даже взглядом, а горянка должна быть воплощением скромности, напоминают старшие. По их мнению, ингушский танец в новом исполнении нарушает все требования адатов. А именно такие встречи помогают молодежи не склоняться к европейской культуре. Мы пытаемся донести, что это сохраненный опыт наших предков, которые привезли, несмотря на тяжелую ссылку, наш народ сумел сохранить свою культуру, свою этничность, свой язык. И мы продолжаем это воспитывать в нашей молодежи. От воспитания детей до почтения старших в ингушском этикете отношения выстроены четко. На конференции постарались наглядно показать, как, к примеру, правильно укладывать малыша в люльку. Ингушское название люльки – ага. Благодаря специальным приспособлениям ребенок всегда оставался сухим и аккуратным. Люлька могла быть как новой, приобретенной или изготовленной дома, так и подаренной многодетной матерью, чьи дети славили здоровьем. В люльки клали 2 матрасика. Полезным для здоровья считался матрас из соломы. Второй матрасик делали из шерсти. В состав люльки входили агонцы, прутик, за который привязывают фивальники, агонроч, ручка люльки. Еще одна неотъемлемая черта горцев – гостеприимство. Поэтому здесь же представили и традиционные ингушские блюда. Рассказывали как о рецептуре приготовления, так и о правильном приеме пищи. Ингушская кухня, она характерна своей калорийностью и простотой изготовления. То есть любая хозяйка, имея дома элементарные ингредиенты, мука, кефир, либо молоко, может приготовить все, что стоит практически на этом столе. Блюдо, без которого невозможен ингушский стол, это чапель с творогом и с картофелью. Также хынгылыш – это лепешки с тыквой, что любит каждый житель, я думаю, не только Ингушетии, и гости, которые нас посещают. Говорили сегодня о вещах во многом знакомых каждому с раннего детства. О том, что нужно почитать старших, защищать младших и помнить, что эздил не рубаха, в которую наряжаются лишь от случая к случаю. Я был не только зрителем, но сам готовил доклад. И пока я готовился, я узнал для себя много новых обычаев. Не стали обращать внимание на мелочи. Когда не обращаешь внимания на мелочи, начинаешь забывать о главном. А главное – это мудрость наших предков и богатый ингушский язык, сохранить который – обязанность сегодняшнего поколения. Непоколебимый дух мужества и стойкости, верность данному слову и настоящая дружба – это лишь малая часть богатейшего культурного наследия ингушского народа. Зарема Ивлоева, Хади Добриева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Таким был понедельник. Следите за новостями. Спасибо за внимание. Берегите себя.